Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего собственного дома. Пауло Коэльо. За последние сутки в Кыргызстане выявили 135 новых случаев заражения COVID-19 и внебольничной пневмонии. В то же время за сутки выздоровел 261 пациент, скончался всего один. Мужчина умер в Баткенской области. За весь период зарегистрировано всего 41 991 случай, из которых 18 080 составили лабораторно подтвержденные случаи и 23 911 составили клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. В стационарах страны находится на лечении 6124 пациентов. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 1443 и с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 4681 пациент. Несмотря на уменьшение количества заражений в последнее время, по данным российских врачей, в процессе изучения коронавирусной инфекции выявили данные о том, что в легких переболевших COVID-19 может развиваться так называемый постковидный фиброз в различной степени тяжести, который способен нарушить диффузионную способность легких. Те изменения, которые происходят в легких, особенно при средней и тяжелой степени, могут ограничивать и физическую активность пациента, снижать его работоспособность. Поэтому в рекомендациях приводятся как общие положения, так и конкретные комплексы упражнений для развития и восстановления дыхательной мускулатуры, для восстановления жизненно важных витальных функций человека и профилактики вот этих фиброзных изменений, которые со временем могут усугубляться. Ранее сообщалось, что Россия зарегистрировала первую вакцину против коронавируса. На этом фоне Кыргызстан планирует приобрести данную вакцину. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев. Планы есть. Мы пока не знаем точного количества. Но когда Россия начнет производить ее в массовом количестве, мы ее готовы приобрести. Всего за весь период коронавирусной пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 41 991 случай заражения COVID-19 и внебольничной пневмонии. Вылечились в общей сложности 34 567 пациентов. Скончались 1496 человек. Прибывшие в город Ош врачи из России для оказания помощи в борьбе с коронавирусом отправились на родину. Об этом сообщили в мэрии города Ош. Согласно информации, всех прибывших врачей из России поблагодарили за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом и вручили им памятные подарки. Вице-мэр Оша Эмиль Шадыханов во время проводов отметил, что работа врачей из России была весьма результативна. Напомним, 16 врачей прибыли из России 24 июля 2020 года и вели свою деятельность в красных зонах больницах на территории города Ош. В период с 14 по 29 августа 2020 года медицинские работники военно-лечебных учреждений Государственного комитета по делам обороны Северного и Южного регионов пройдут реабилитацию в военном санатории Тамга. Возможность поправить здоровье получит медперсонал, который с июня месяца непрерывно находился в красной зоне военных госпиталей в городах Бишкек и Ош, оказывая профессиональную помощь военнослужащим и членам их семей, а также служащим с коронавирусной инфекцией. Большую поддержку кыргызским коллегам в борьбе с COVID-19 оказали российские военные медики, которые проанализировали лечение пациентов, внесли свои корректировки в алгоритм лечения и вели круглосуточное наблюдение за больными. Для них также был организован отдых в военном санатории Тамга. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Реструктуризации подлежит налоговая задолженность, в том числе по налогам на добавленную стоимость на импорт, акцизному налогу на импорт, взимаемым таможенными органами, и задолженность по страховым взносам. Законом предусмотрено, что налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и налоговых санкций,
начисленных за несвоевременную и неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года. В Кыргызстане в выходные дни утонули 4 человека. Труп одного из них нашли сегодня. Поиски остальных граждан продолжаются. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. Так, по данным ведомства, 15 августа в реке Аламедин Чуйской области утонула 26-летняя девушка. На ее поиски задействован 21 спасатель. В столице, в микрорайоне Учкон, в Большой Чуйский канал 15 августа упал 13-летний мальчик. 16 августа в Бишкеке в Большом Чуйском канале на улице Ленинский утонул мужчина. Личность устанавливается. Сотрудники МЧС продолжают спасательные и поисковые работы. В Бишкеке сегодня, 17 августа, ночью примерно в 12:00 на пересечении проспекта Манаса и улицы Гагарина неизвестная машина сбила пешехода. Как сообщили в пресс-службе патрульной милиции, пешеход – женщина, примерно 30-35 лет. Умерла на месте от полученных травм. Водитель автомашины скрылся с места ЧП. В настоящее время назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося. В Чолпан-Ате задержали члена ОПГ за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. По ее данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что мужчина по прозвищу Нуке хранит у себя дома наркотические вещества. Подозреваемым оказался 23-летний житель Чолпан-Аты, состоящий на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. В его доме обнаружили и изъяли мелкую партию вещества темно-зеленого цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. При контрольном взвешивании вес изъятого вещества составил 295 граммов. Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество относится к наркотическому марихуане, задержанного во дворе ВВС. В Бишкеке задержали главного инспектора налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ. По его данным, продолжается досудебное производство по ряду уголовных дел, связанных с выводом крупных сумм денег бывшим руководством госпредприятия «Кыргыз-Темиржолу». 14 августа задержали главного инспектора управления по контролю за крупными налогоплательщиками ГНС, который, являясь представителем власти, покровительствовал и был связан с отдельными компаниями, принимавшими участие в конкурсах госпредприятия «Кыргыз-Темиржолу» и играл ключевую роль в функционировании отмеченной коррупционной схемы. Его заключили под стражу и подозревают в преступлении по статье 319 «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Новым полномочным представителем правительства Волжской области назначен Баиш Юсупов. 17 августа его представили коллективу областной администрации. В собрании приняли участие вице-премьер-министр Акрам Мадумаров, акимы районов и руководители ведомств. Юсупов с 2013 года работал заместителем главы Волжской области. После ухода с должности прежнего полпреда Узарбека Джилкыбаева исполнял обязанности полномочного представителя правительства. До этого Юсупов руководил Карасуйским районом. Экс-глава Волжской области Узарбек Джилкыбаев покинул должность в начале августа для участия в предстоящих парламентских выборах, назначенных на 4 октября. Он намерен баллотироваться в рядах партии «Республика».